Отдел МВД России по городу Канашу предупреждает об увеличении числа мошеннических действий в отношении граждан. Мобильные мошенники придумывают все более извращенные схемы, благодаря которым с вашего счета снимается внушительная сумма. Только за январь-июль 2023 года у жителей города Канаша мошенники похитили более 24 миллионов рублей. Как не попасть в число потерпевших и сохранить свои деньги? Существует 5 наиболее частых способов мошенничеств, на которые попадаются жители Чувашской республики. Способ номер 1. Преступники представляются сотрудниками банка и правоохранительных органов, сообщают о попытках оформления кредитов на ваше имя и завладения деньгами. Чаще всего мошенники звонят на сотовый телефон и представляются сотрудниками службы безопасности банка, полицейскими, прокурорами, следователями и так далее. Они сообщают, что кто-то пытается похитить деньги с вашей банковской карты или оформить кредит на ваше имя, и для решения проблемы просят перевести сбережения на так называемый безопасный счет. Нередко аферисты требуют получить кредит, пока это не сделали за счет вас, и также перевести уже заемные деньги на указанные ими счета. При этом они просят при посещении банка ни в коем случае не называть истинные причины обращения, так как финансовым учреждениям могут оказаться нечистые на руки сотрудники. В этой ситуации лучше всего сразу положить трубку, а если сомневаетесь, перезвонить в банк по номеру телефона, указанном на вашей карте. Пожилым людям поступают звонки с информацией о дорожном транспортном происшествии с участием их близких и необходимостью передать деньги для решения проблем. Вам звонят с незнакомого номера и тревожным голосом сообщают, что у вас родственник или знакомый попал в аварию, за решетку в больницу, и теперь, чтобы решить проблему, нужна крупная сумма денег. По такой схеме работают мошенники. Позвоните родственникам, чтобы проверить полученную информацию. Способ номер 3. Продавцы товаров через сайт бесплатных объявлений просят перечислить предоплату, оставляя покупателей ни с чем. И наоборот, при попытке продать товар через сеть интернет, покупатели просят назвать реквизиты банковской карты для зачисления денег и похищают сбережения. Огромное количество мошенничеств совершается с использованием сайтов бесплатных объявлений. При покупке и продаже товаров преступники размещают объявления о продаже товара, как правило, по цене ниже рыночной и просят перевести предоплату или полную его стоимость, но желаемое вы так и не получите. И наоборот, если вы сами разместили объявление о продаже чего-либо, вам могут позвонить и попросить назвать реквизиты вашей банковской карты для перевода денег за товар или пройти по ссылке для получения денежных средств, а затем похищают все содержимое вашего счета. Как себя обезопасить? В первой ситуации не следует переводить деньги, если вы не уверены, что вас не обманут. Да, существуют известные продавцы с надежной репутацией, но к ним никак не относятся люди, разместившие частичные объявления в интернете. Как вариант, вы можете попросить продавца отправить товар по почте с использованием услуги «Опись вложения». К посылке будет приложено юридически значимое описание содержимого. Работники почты будут обязаны дважды проверить посылку перед отправлением и после ее получения, что будет являться гарантией того, что вам отправят тот товар, который обещали. При покупке и продаже товара через популярные сайты бесплатных объявлений можно воспользоваться специализированной услугой доставки, но для этого внимательно изучите правила ее оформления и ни в коем случае не переходите к общению в мессенджерах, где вам могут выслать ссылку по QR-коду для последующего хищения денежных средств, а также храните в тайне свои почты, коды из СМС-уведомлений. И если вы сами продаете товар и хотите получить за него деньги, достаточно будет назвать номер вашего телефона, привязанный к вашей банковской карте. И все. Никаких кодов и паролей, а также реквизитов вашей карты называть не надо. Способ номер 4. Предприимчивым жителям республики предлагают заработать на инвестициях и вкладах, обещая нереально высокие проценты. Предложение заработать на фондовых биржах или акциях крупных нефтегазовых компаниях человек без соответствующих знаний должен сразу насторожить. К объявлениям и рекламе в интернете, предлагающим сверхприбыль от инвестирования, нужно относиться очень критично. Сверхбольшими процентами, которые обещают мошенники, можно назвать те,
что в 2 и более раза превышают средний процент по банковским вкладам. К тому же серьезные брокеры, такие как банки, крупные фондовые рынки, не станут гарантировать доход от вложений в биржевые инструменты, ведь на фондовом рынке бывают как взлеты, так и падения. Если есть интерес к этому виду деятельности, обращайтесь только к надежным брокерам. И начинать стоит с очень небольшой суммы, которую не жалко потерять в случае неудачи. Способ номер 5. Поступает сообщение из взломанных аккаунтов с просьбой одолжить деньги. Нередко мошенники взламывают аккаунты в соцсетях и под видом ваших знакомых, близких просят одолжить деньги. Прежде чем перечислять средства на указанный счет, перезвоните своему знакомому или родственнику. Наверняка у него все хорошо, не считая того, что его аккаунт взломан. Для защиты от такого рода мошенничеств не рекомендуется также переходить по ссылкам от незнакомых людей. Установите дополнительную защиту своего аккаунта, например, необходимость введения пароля при входе с другого устройства. Еще раз запомните, мошенники могут использовать различные уловки, представляться сотрудниками банков, правоохранительных органов, вашими близкими, придумывать что угодно. И главная цель – получить от вас деньги или реквизиты банковской карты. В случае сомнений обратитесь в полицию по номеру 102.